остался безнаказанным. Человек дома с родными. Сегодня вынесли приговор врачу Алексеевской ЦРБ Музипу Фаттахову. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права занимать должность. Почему мать погибшего мальчика со слезами выбежала из зала суда? Детали у Ирины Васильевой. 80 миллиардов под асфальт. Делаем гидроизоляцию и добавляем дифференционные швы. В Татарстане стартовал новый дорожный сезон. Впервые по решению Раисы Республики внимание уделено не только трассам, но и поселковым дорогам и межквартальным проездам. Беспрецедентная поддержка Раисам Республики. Где уже кипит работа и каковы планы дорожников, расскажет Рамиль Шайдуллин. Взлет цен желание не отбивает. Это действительно третья столица России. Нам очень нравится, мы впечатлены. Татарстан все больше привлекает туристов. Появились и модульные бани с чанами. Что у нас может заменить Черное море, расскажет Дмитрий Аренин. Об этих и других темах в ближайшие полчаса. Здравствуйте, в эфире новости Татарстана. Сегодня вторник, 29 апреля. В студии Лина Зинатуллина. В Казани сегодня вынесли приговор врачу Алексеевской ЦРБ Музипу Фаттахову. Его признали виновным в халатности, в результате которой мужчина с эпилепсией смог продлить водительские права. Все это привело к трагедии 2 года назад. Во время приступа он на большой скорости сбил 6-летнего мальчика. Каким оказался приговор и почему семья погибшего ребенка покинула зал суда, расскажет Ирина Васильева. Признать Фаттахова Музипа Муниповича виновным в совершении преступления. Музип Фаттахов приговор выслушал спокойно. 64-летний врач Алексеевской ЦРБ получил условный срок за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на государственной службе в сфере здравоохранения сроком 1 год. Назначенное Фаттахову наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года. Услышав приговор, мама погибшего Амира Ахмедшина не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Все заседание она снимала на телефон. В марте 2023 года она потеряла 6-летнего сына. Все случилось в Алексеевском. Момент страшной трагедии запечатлела камера видеорегистратора. На кадрах видно, как Амир вместе с другими мальчишками стоит в сквере. Внезапно на большой скорости на них вылетает «Шевроле». Трое смогли отбежать в сторону, а он остался под колесами. Сбив ребенка, машина пронеслась дальше, протаранила столб и едва не слетела в пруд. Очевидцы тут же бросились на помощь ребенку, но шансов выжить у Амира не было. В ходе расследования дела выяснилось, 56-летний водитель «Шевроле» Андрей Чумаров состоял на учете у психиатра, но при этом имел водительские права. Следствие задалось вопросом, как ему это удалось, и вышли на врача. Это Музип Фаттахов. Он председатель врачебной комиссии, которая выдала документ для получения прав. Сам Фаттахов вину не признал. С условным сроком мать погибшего мальчика не согласилась и выбежала из зала суда. По ее мнению, ответственность за смерть сына никто так и не понес. Водителя отправили на принудительное лечение, а врача, по ее словам, домой. То есть вы считаете, что фактически человек безнаказанным остался? Человек дома с родными. Хотя прокурор просил реального наказания, и когда мы услышали то, что 3 года лишения свободы, внутреннее какое-то было ощущение о том, что, возможно, наконец-то, скажем так, справедливость, по нашему мнению, восторжествует. Но, к сожалению, суд применил статью 73, то есть посчитал то, что необходимо назначить условное наказание. С приговором семья Музипа Фаттахова не согласна. Говорят, врачебной комиссии предоставили поддельную справку от медсестры-психиатра. Подпись на заключение поставила именно она. Человек передал свою печать своей медсестре, то есть она штамповала, получается, за врача справки, и потом просто, чтобы снять с себя ответственность, просто сказала, что дали указания сверху, то есть, в виде председателя комиссии. То есть здесь больше ничего, то есть здесь попытки уйти от ответственности, и, в принципе, вообще экспертиза не проведена по подписи, то есть действительно это ее подпись или же действительно врача. Не согласна с приговором. Будем обжаловать.
У Музипа Фаттахова есть 15 суток, чтобы обжаловать приговор. По истечению этого срока он вступит в законную силу. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Завтра последний короткий рабочий день перед майскими праздниками. Однако погода не будет располагать к прогулкам и выездам за город. Уже предстоящей ночью в Татарстан придут грозы и сильный ветер. Местами его порывы достигнут 23 метров в секунду. Предупреждение об ухудшении погоды сегодня распространил Гидрометцентр. По словам синоптиков, все дело в северо-западном циклоне, под влиянием которого окажется республика. Максимальная температура днем до плюс 13. С начала весны в Татарстане 864 человека обратились к медикам из-за укусов клещей. Случаев энцефалита и боррелиоза при этом нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Пока установилась прохладная погода и количество обращений снизилось. В республике уже обработали от клещей больше 200 гектаров. Всего охватит почти 3000. Это парки, скверы, площадки мероприятий и летние лагеря. Санитарные врачи призывают соблюдать меры предосторожности. Светлая одежда должна быть, плотная, то есть там, где можно увидеть, что клещ прицепился и ползет выше. Обязательно нужно использовать репелленты. Мы знаем, что клещи не летают, с деревьев не падают, с земли не прыгают. Они ползают по кустам, по растительности. Поэтому, если мы будем гулять по выделенным специальным дорожкам, вдали от растительности, от кустов, то риск присасывания клещей исключен. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике снижается уже больше месяца. Сейчас она ниже эпидпорога на 31%. По ковиду ситуация спокойная. За неделю всего 28 случаев. В майские праздники стационары, роддома и травмпункты будут работать в обычном режиме, поликлиники по специальному графику. Поликлиники взрослой сети, в выходные дни работают, получается, с 8 до 18 часов. Это дежурный врач. Вызова осуществляются на дом, либо осуществляется прием дежурным врачом в поликлинике. Соответственно, в рабочие дни, которые между праздниками, работают в обычном режиме. Аналогичным образом работают поликлиники взрослой сети и поликлиники детской сети. На майские праздники авиа и ЖД-билеты выросли в цене на 400%. Такие данные приводит Альянс туристических агентств России. А по стоимости номеров в отелях Казань обошла Москву и Питер. При этом республика не теряет туристический поток. По прогнозам, в связи с ограничением отдыха на Черном море нас посетят больше гостей. Чем Татарстан привлекает туристов и что им еще готовы предложить, узнал Дмитрий Аринин. Сняли большую квартиру, 100 метров, 40 тысяч рублей. Они за 120 предлагают с 1 по 4, 120 тысяч. Чтобы сэкономить на поездке в Казань, москвичи Шамшовичи решили приехать не на майские праздники, а чуть раньше. С ними друг из Канады. Он решил в Татарстане отпраздновать день рождения. Очень давно мечтал приехать, посмотреть Казань. Мне нравится, все отлично здесь, все нравится. Это действительно третья столица России, нам очень нравится, мы впечатлены. На эти майские праздники Казань стал одним из самых популярных направлений в стране. В отелях почти все номера забронированы. И это с учетом, что средняя стоимость номера в сутки почти 8 тысяч рублей. Это выше, чем в Москве и Питере. Сейчас свободны только номера премиум-класса. Как отмечают невозросшие цены на жилье, а также высокие по стоимости авиа и ЖД-билеты, гостей не останавливают. Гостиница должна чувствовать рынок. И если по этим ценам продается, прекрасно. То есть в этом плане туристический бизнес, гостиничный бизнес в первую очередь работает с хорошей рентабельностью. Интерес к Татарстану и Казани высокий, действительно. И люди платят, и эти суммы платят, и наша задача, чтобы они уезжали от нас влюбленные в Татарстан, понимая, что они не переплатили за свой отдых. В прошлом году Татарстан посетили более 4,5 миллионов гостей. Турпоток продолжает расти. Чтобы сэкономить, советуют приезжать на машине. Для автопутешественников в республике создается все больше инфраструктуры. Заправочные комплексы, которые расположены практически во всех частях, предлагают прекрасный сервис. Это и чистые, хорошие туалеты, это и точки питания, это и вкусная различная выпечка, и полноценные обеды. Поэтому поездки на автомобилях по Татарстану на сегодняшний день одни из самых комфортных по нашей стране. На майские праздники, особенно на первые, не хватило железнодорожной перевозки. То есть, по сути, не хватило железнодорожных билетов. Тут все те составы, которые были, включая дополнительные пару поездов, они все были проданы. У туристов, конечно же, есть альтернатива. Это либо собственный автомобильный транспорт, либо перенести поездку в Казань
на другие даты. Также предлагают путешествия речным транспортом. Проезд вырос всего на 5%. 1 и 2 мая стартуют туристические рейсы из Казани до Свияжска и Болгара. 6 мая торжественно откроют обновленную пристань в Чистополе. Всего будет 11 маршрутов. В этом году мы планируем запустить наше судно, которое несколько лет не работало. Это банкетоход, такой теплоход «Адмирал». На нем можно проводить уже такие больше масштабные праздники, различные конференции, мероприятия. При господдержке бурное развитие в республике получили глэмпинги. За 2 года открылось более 100 номеров. Также улучшается пляжная инфраструктура. Пляжи Татарстана будут в этом году очень сильно загружены. Это в том числе и в связи с ограничениями, введенными у нас на южных курортах страны. Такая посещаемость, безусловно, предъявляет высокие требования к эксплуатации сервиса, и мы к этому готовы. Для отдыхающих будут доступны событийные мероприятия. Это наш традиционный ежегодный пляжный маркет, спортивные мероприятия, диджей-сеты на закате. В этом году в Татарстане пройдет множество традиционных фестивалей и праздников. К примеру, Спасская ярмарка в Елабуге разместится на более просторном ипподроме и будет идти 4 дня. Появится целый ряд новых туристических маршрутов. Узнать все, что готова предложить республика, можно на сайте и в телеграм-канале «Визит Татарстан». Дмитрий Айригин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане стартовал новый дорожный сезон. Впервые по решению Раиса большие средства направят на поселковые дороги и межквартальные проезды. До этого республика строила такие крупные магистрали, как М-12, обход Нижнекамска и Челнов по трассе М7, Горьковское шоссе, Вознесенский тракт. Сейчас, внимание, улично-дорожной сети. Это прямой отклик на многократное обращение жителей. Всего на дорожные работы в Татарстане в этом году направят почти 80 миллиардов рублей. С подробностями Рамиль Шайдулин. Сегодня на этом месте шум, пыль и десятки специалистов, но именно путепровод на улице Достоевского в Казани – одна из точек отсчета нового дорожного сезона. В этом году он будет особенно масштабным. Почти 80 миллиардов рублей будет направлено на ремонт, реконструкцию и строительство дорог во всех уголках Татарстана. Длина путепровода 54 метра, реконструируют все 6 полос движения, обновят все от основания до лестничных сходов. Работы начали 2 недели назад по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На данный момент мы ведем демонтаж мостового полотна, первый этап. Вот. У нас по проекту, по контракту 17 сентября конец. Стараемся выполнить его до 30 сентября, вернее августа. Как раз к дню города. Работы стартовали по всей республике. Основное внимание не только текущему ремонту, но и капитальной реконструкции. Если до этого масштабно строили федеральные и региональные трассы, то в этом сезоне огромный объем работ запланирован в поселках и межквартальных дорогах. Министр Фарид Ханифов подчеркнул поддержку Рустама Минниханова. В этом году беспрецедентная поддержка Раисом республики направлена на развитие, восстановление улично-дорожной сети. Беспрецедентные объемы более 30 миллиардов рублей. Никогда такого не было в истории Республики Татарстан. Рустам Нургалиевич особо обратил внимание за контролем исполнения этой программы. Почти половину от 30 миллиардов получит Казань. Набережным Челнам выделят 4,5 миллиарда, Нижнекамску 1,5. Здесь будут ремонтировать дороги во дворах, асфальтировать парковочные места и межквартальные проезды. В числе приоритетных и дороги, пострадавшие при строительстве федеральных трасс М7, М12 и Шали-Бавлы. По ним были частые жалобы от сельских жителей. В порядок приведут 750 километров такого полотна и сотни километров региональных трасс. Работы ведутся в 3 у нас районах муниципальных, это Актанышский, Тукайский и Елабужский районах. Такую задачу для себя поставили к Сабантую все работы по восстановлению дорог, региональных дорог завершить. Татарстан – один из лидеров по темпам дорожного строительства и качеству инфраструктуры. Рустам Минниханов ставит задачу улучшать качество транспортной доступности и повышение комфорта передвижения. За 5 лет дорожная сеть увеличилась на 1500 километров. Значительно улучшилось качество покрытия. В этом году в 20 районах грунтовые дороги покроют щебеночно-песчаной смесью. На это направят миллиард рублей. Планируется выполнить работы на объектах общей протяженностью 85 километров. В муниципальных образованиях также ремонт существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов общей протяженностью 45 километров и ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов
протяженностью более 80 километров. 90 поселковых дорог отремонтируют и в Казани. Решением Раисы на это дополнительно выделено 2 миллиарда рублей. Всего же на столичные магистрали направят почти 19 миллиардов. Отремонтируют в том числе дороги почти в 500 дворах, обновят 2 моста и 12 центральных улиц. Перефразируя известную пословицу «не дорогами едиными жив человек», порядка 1 миллиарда рублей будет направлено на внутриквартальные проезды. То есть это подъезды к жилым домам, внутриквартальные проезды, которые давно нуждались в ремонте и которые были построены вместе с жилым фондом в 70-е, 60-е годы. Сезон стартовал в апреле, в активную фазу войдет в мае. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Уроки безопасности начались в школах республики. Автоинспекторы сегодня приехали в лицей села Новое Шагалево Пестричинского района. Причина – рост аварий с участием питбайков и квадроциклов с подростками за рулем. Именно в Пестрецах 2 недели назад произошло смертельное ДТП. 2 несовершеннолетних выехали на проезжую часть и столкнулись со «Шкодой». 12-летний пассажир скончался на месте. 15-летняя девочка-водитель попала в реанимацию. Подростки оказались братом и сестрой. С начала этого года зарегистрировано 3 аварии с пострадавшими. В прошлом году их было 35. 27 человек получили травмы. На опасную статистику обратил внимание Рустам Миниханов. Он отметил, причины происшествий – недостаток внимания со стороны родителей. На уроки безопасности их тоже пригласили. Автоинспекторы и Ростехнадзор напомнили о главных правилах. Детям до 16 запрещено не только управлять этим транспортом, но и ехать на нем в качестве пассажира. Наша задача правильно донести до ребенка информацию, что это все будет, но чуть-чуть попозже. А вообще все будет здорово, если ты на этот квадроцикл заработаешь сам. И сдашь ты на это водительское удостоверение сам. Опасности подростков подвергают и борцы с квадроциклами. Так, жители казанского поселка Северный на лесных тропинках растянули трос. Это может быть опасно для жизни детей и, возможно, привлечет внимание правоохранительных органов. В зоне СВО в преддверии Дня Победы продолжают чествовать бойцов из батальонов, сформированных в Татарстане. Новое видеонаграждение в своих соцсетях выложил Рустам Миниханов. Для военнослужащих выступила творческая группа из республики. Вручили государственные награды нашим бойцам. Спасибо им, они пример несгибаемой воли и верности долгу, подписал пост Рустам Миниханов. Провести 9 мая на высоком уровне призвал сегодня Фарид Мухаммедшин на заседании Ассамблеи народов Татарстана. Он говорил о вкладе многонационального народа республики в победу и подчеркнул важность сохранения исторической памяти. В годы войны к нам переехали 70 заводов, фабрик, министерств, ведомств в общей сложности свыше 260 тысяч человек. С войны не вернулись 378 тысяч татарстанцев. Фарид Мухаммедшин призвал уделять особое внимание нашим ветеранам. Вы бы видели, как они прочувствуют это дело, когда поднимаешь, разговариваешь с ними, говоришь об их героизме. Значит, мы помним их, мы оцениваем по-доброму. Они главные участники предстоящего праздника. Я не сомневаюсь и уверен, что как раз вот так и нацелены провести празднование 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне нашим многонациональным народом. Завтра в Казань прибудет поезд Победы. Мемориальный состав сформирован в рамках празднования 80-й годовщины Победы. Это 6 платформ с образцами военной техники, несколько вагонов с предметами быта и интерьера тех лет. Также организуют полевую кухню и праздничный концерт с победным вальсом. Поезд Победы сделает остановку на центральном вокзале в 9 утра и простоит ровно час. Самую большую партию гуманитарной помощи сегодня отправили из Казани в зону СВО. 70-й конвой приурочен к 80-летию Победы. Это специальный груз. Везут только технику, автомобили, мотоциклы, коптеры и дроны. Их собирали по запросу наших земляков-бойцов. С начала года в столице работу волонтерских движений координирует Совет. Он создан по итогам форума «Казань за своих». Он очень мало расходуется, да? То есть свои боевые задачи 15 кроссовых мотоциклов, 26 квадрокоптеров, радиостанции, прицелы и тепловизоры. На площади тысячелетия словно выставка боевой техники. Волонтеры собирают юбилейную 70-ю партию гуманитарного груза в зону СВО. Ее посвятили предстоящему Дню Победы. На фронте всегда есть потребность в скоростной технике. Глаза и уши – это, естественно, квадрокоптеры. Сам минимальный хотя бы, чтобы было поднять, посмотреть, понаблюдать, вычислить противника
и отработать его. Вся техника собрана по запросам бойцов. Здесь 4 автомобиля «Нива», техоборудование для ведения боя и обустройства быта на передовой, бензиновые и дизельные генераторы, детекторы дронов и аккумуляторы. В постоянной связи, в том числе с их семьями, очень важно поддерживать боевой дух наших бойцов. Они должны знать, что в тылу все в порядке с их семьями, с их детьми. Они окружены заботой, вниманием. Спецгруз направят сформированному в Татарстане именному батальону «Тимер» и еще 3 полкам. На Локотнике уже, да, это будут уже сюда на Локотнике. С начала года в Казани пересмотрели работу волонтерских центров. Сейчас их координирует совет во главе с Юрием Суворовым. Это позволило упорядочить запросы от бойцов. Сейчас их распределяют по 50 волонтерским фондам. Кроме этого, координируют отправку поставок на передовую. Также смогли решить проблему нехватки помещений организации «За победу Казань». Им выделили новую комнату. Сейчас здесь ежедневно собираются волонтеры, шьют спецодежду, изготавливают суповые наборы. Здесь и татарская лапша, и рассольник мензелинский, и суп витаминный, салат с чесноком, даже салаты и каши изготавливают. Также делают чай с травами, тоже вот в таких брикетиках, вместе с конфетками, чтобы ребят порадовать. Здесь у нас имеется сразу форму-100, которого мы первые начали практически вводить. А в этом помещении работает благотворительная организация «Ценим жизнь Казань». Они уже отправили бойцам 6000 аптечек. Задача стоит сохранить жизнь бойцов, чтобы они вернулись домой. На сегодняшний день работа у нас идет в формате нон-стоп. Задействованы у нас районы в Республике Татарстан, также регионы. С начала СВО объем гуманитарной помощи из Казани превысил 2 миллиарда рублей. Сирина Васильева, ТНВ, Казань. Маршем Победы прошли 800 студентов энергоуниверситета в честь 9 мая. Это самая масштабная акция среди студенчества. У энергетиков Татарстана свой вклад в победу. В 1943 году 350 специалистов восстанавливали разрушенный Сталинград. 80 лет назад Татарстан взял шефство над несколькими районами непобежденного города. Сегодня возложили цветы к мемориалу энергетикам. Посвящается. Специалисты помогли восстанавливать страну после войны. В разреде университетов взять самое большое количество студентов, которые пошли добровольно СВО из нашего университета. В этом году открыли центр поисковых отрядов. Наше дело правое, мы делали все для победы. Лучший преподавательский состав, лучший институт. Я думаю, этим все сказано. Я украсил троллейбус за свой счет, чтобы увидел народ, что вот сегодня, во-первых, юбилей 80-летия, а внутри салон я украсил молодогвардейцами, поскольку, как я с Краснодона, и рассказать про свою родину. Моя жизнь связана с энергетикой, поскольку я увлекаюсь электротранспортом, вот поэтому выбрал как раз-таки троллейбус. На парад приехала Ирина Девитаева, внучка Героя Советского Союза Михаила Девитаева. Она сегодня отметила, ее дед был бы счастлив увидеть, как молодежь свято бережет подвиг участников Великой Отечественной. Очень хочется вспомнить в эти дни о нашем старшем поколении. Михаил Петрович очень любил молодежь, он любил приходить на встречи, рассказывая о веселых временах своей жизни и, конечно, вспоминая о тех испытаниях, которые прошли во время Великой Отечественной войны. Он всегда призывал, чтобы молодежь хорошо училась, чтобы стать полезным для общества. Подарок к 80-летию Победы всем телезрителям сделал наш канал. На этой неделе на ТНВ стартовал новый сериал «Человек уходит, песня остается». Он снят кинокомпанией «Ватан. 21 век» по заказу ТНВ при поддержке комиссии по родным языкам и благотворительного фонда «Татнефть». Лента создана по одноименной повести Мухаммеда Магдеева. Зрителей ждут 22 серии. Сегодня вторую серию можно будет в 8 вечера увидеть на ТНВ Татарстан сразу после нашего выпуска. Сегодня в Уфе простились с народным артистом Башкортостана и Татарстана Фиданом Гафаровым. В Башкирском академическом театре драмы собрались сотни людей, его родные, коллеги, поклонники. Легенды сцены не стало в минувшие выходные на 78-м году жизни. Выдающийся актер театра и кино был любимцем публики. Спектакли с его участием всегда шли с аншлагом. В 2000-х Фидан Гафаров стал одним из инициаторов создания фестиваля звезд татарстанской и башкортостанской эстрады «Мост дружбы». Фидана Гафарова похоронили на родине в Дюртюлинском районе. Уже назвали все его звания, награды, регалии.
к ним обязательно нужно добавить главную награду – искреннюю любовь нашего народа. Скажу даже так, любовь двух наших братских народов. Выросший в деревне маленькой, он покорил Уфу и стал действительно народным артистом. Благодаря жизненному творческому пути именно таких людей, как Фидан Сафович, наши народы, наши культуры близки. И его творчество, его жизненный путь, его бессмертные песни и образы в театрах навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Сегодня в Казани завершился Кубок России по хоккею на траве. В женском турнире бронзу завоевал Акбарс «Динамо». В матче за третье место наши девушки со счетом 1-0 обыграли «Восток». Обладательницами Кубка страны стали динамовки из подмосковной «Электростали». У мужчин в финале «Динамо» Акбарс в серии буллитов со счетом 2-3 уступил «Динамо» «Электростали». Тем самым у наших спортсменов серебро, а Кубок России отправляется в Подмосковье. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Здесь вы найдете еще больше информации, сможете посмотреть наши репортажи. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Рамилем Вафиным. До встречи в 21:30. Акция «Купи куртку и получи вторую бесплатно». Ермак, Волгоградская, 8. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнещит». Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер. Территория без клещей. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. 3 этажа волшебства. Зеркальные миры. Волшебный лес. Неповторимый супермаркет с забавными товарами и многое другое ждет вас во дворце впечатлений. Токсик, что ли? Узнаем, чем недовольна ваша печень. Проверка печени и почек по суперцене в Гемотест. С 15 апреля по 3 мая распродажа индийских товаров в бывшем Нарспи на Декабристов 154. Магазины Сернурского сырзавода открывают майскую распродажу во всех фирменных магазинах. Купи 2 сыра халумис для жарки, а 3 забери за 1 рубль. Сернурский халумис – блюдо для вашего пикника. Мы прерываемся для важной информации. Салоны Яхан сделали неожиданное заявление. Скидки на золото, серебро и бриллианты уже до минус 70%. Объявлена глобальная распродажа. Спешите в Яхан за максимальной выгодой. Купи куртку и получи вторую бесплатно. Ермак, Волгоградская, 8. Здравствуйте, с вами я, Рамиль Вафин. В предстоящие сутки Татарстан еще будет находиться под влиянием уходящего на северо-восток циклона. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске, Кукмаре будет облачная погода, местами дожди. Температура днем 8-11, ночью 3-4 градуса тепла. Буинске, Тетюшах и Кайбицах пасмурно, осадки. Температура днем плюс 10-12, ночью плюс 3-4. В Чистополе, Мамадыше и Черемшане облачно, дожди. Температура днем плюс 8-10, ночью плюс 5-6. В Набережных Челнах, Агрызе и Мензелинске облачно, осадки. Температура днем 8-10, ночью 4-6 тепла. В Альметьевске, Азнакаево и Лениногорске облачно, дождь. Температура днем плюс 9-12, ночью плюс 5-7. В туристических городах республики тоже дождливо.
В Свияжске днем 11, ночью 4 градуса тепла. Пасмурно, осадки. В Болгаре облачно, дождь. Температура днем плюс 10, ночью плюс 4. В Елабуге ожидается облачность, осадки. Днем 9, ночью 6 градусов тепла. В Казани пасмурно, дождь. Температура днем плюс 11, ночью плюс 4 градуса. Атмосферное давление в норме. Оно составит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный около 7 метров в секунду. Влажность 76%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Короткая рабочая неделя заканчивается. Пусть погода не влияет негативно на ваше настроение. Всего доброго!